Добрый день, дорогие коллеги, любители якутского кинематографа. Давайте начнем нашу пресс-конференцию, посвященную фильму «Эдерсас». Это 5-й фильм режиссера Дмитрия Давыдова. Фильм выйдет в прокат в кинотеатрах Якутии и в крупных городах России с 19 января. Давайте вам представлю участников нашей встречи. Начнем с этой стороны. Это Владислав Федоров, он пиар-продюсер. Вот сидит Дмитрий Давыдов, режиссер. Далее Альберт Алексеев, который сыграл главную роль в фильме «Эдерсас». И далее оператор-постановщик нашего фильма Николай Петров. Наверное, я для начала, сначала предоставлю слово нашим спикерам, а потом вы будете задавать свои вопросы, и в таком формате мы будем работать. Хорошо? И давайте начнем с Дмитрия, да? Он расскажет про историю создания фильма, о своем видении. Пожалуйста. Всем добрый день. Фильм «Эдерсас» мы снимали в январе 2021 года, ровно 2 года назад, в Амге, в Амгинском районе, в разных поселках, селах. Съемочная группа у нас состояла из 11 человек. Это была небольшая такая компактная группа. Съемочных дней смен у нас было 15, по-моему. Вот, и мы попали как раз в такой самый холодный январь, если помните, да? Там было холодновастенько. У нас 2 раза камера замерзала, было минус 60 на улице. У нас актер голый практически бегал. Вот в таких условиях. Весело все это сделали. Фильм у нас был создан благодаря фонду «Синец Хавут». Мы получили грант на производство этого фильма. Сейчас у нас фильм закончен. Закончили мы его, постпродакшн у нас был в Москве, на Мосфильме. В прошлом году, фильм у нас в сентябре, мировая премьера состоялась на Московском кинофестивале. Сейчас фильм продолжает свое фестивальное путешествие. У нас в январе будет скандинавская премьера на фестивале Скепмакова в Финляндии. Дальше у нас Турция. И вот будем работать в этом направлении. 19 января у нас фильм выходит в прокат. Прокатчиком по России, у нас российский прокат. Прокатчиком по России выступает компания «Правзгляд». Это 14 января у нас будет большая российская премьера в Москве, в кинотеатре «Каро». 16 у нас Санкт-Петербург, 17 Новосибирск и 18 Екатеринбург и вот так дальше, так далее, да. И 19 января у нас премьера состоится в Якутске. Прокат будет по всей Якутии, во всех кинотеатрах. Главные роли у нас исполнили актеры Сахатеатра Альберт Алексеев, Павел Чинянов, Ильяна Павлова, Лена Маркова, да. И у нас играли актеры нашего Амгинского народного театра, жители Амги, актеры, которые из фильма «Фильм» у меня снимаются. Фильм у нас доступен по Пушкинской карте, то есть молодежь, кто владеет картой, может воспользоваться этой. И фильм у нас, прокат фильма у нас проходит в поддержку благотворительной организации «Ночлежка». Это фонд, который с 90-го года помогает бездомным людям по всей России. Вот вкратце так. Спасибо, Дима. И я бы хотела еще, во-первых, поблагодарить Саха Медиа за то, что всегда поддерживаете якутские фильмы. Мы не в первый раз здесь проводим пресс-конференции, посвященные выходу в прокат якутских фильмов. Я бы также хотела поблагодарить наших постоянных информационных партнеров. Это газета «Саха Сиря», ЕСЯ, у меня сидят Улус Медиа, тут Якутск вечерний и наши блогеры, которые очень
трепетно и неравнодушно относятся к успехам и неудачам якутского кинематографа. Спасибо вот за то, что вы пришли. И далее я бы хотела предоставить слово актеру, который сыграл главную роль в нашем фильме. Это актер Сахатеатра. Многие, наверное, его знают по его ролям в театре, но я сразу скажу, это первая серьезная, дебютная главная роль в кино у Альберта Алексеева. Пожалуйста, Альберт. Здравствуйте. Вроде бы все рассказали. Что мне рассказать? Про своего персонажа расскажу, да? Его зовут Василий, и ему скоро стукнет 40 лет, плюс-минус. Ага. И вот спустя 20 лет он возвращается в свою родину, и уже его там никто не помнит, про него вообще забыли, родителей уже нет. И вот он как-то пытается там адаптироваться и в разные смешные приключения попадает. Сами можете там посмотреть. Я не знаю, что дальше. Ага. Вот. Угу. У Альберта это первая такая действительно главная роль. Он в основном участвовал в эпизодах, да? Либо вот актером второго плана. Да, я во времена студенчества я работал с Никитой Аржаковым в фильме «Дивная пора». Я там играл главного антагониста Анатолия. Потом я долго не снимался в кино, потом эпизодически там появлялся у Рома Дорофеева «Тети бит», у Марьяны Сеген «Ичи» и у того же Никиты Аржакова в фильме «Теган Дархан», тоже эпизодические, мельком промелькаем. Вот. И вот в этом фильме это моя самая первая такая большая роль, главная. Мы работали со всей ответственностью, не 100%, а 200%, все отдавались процессу максимально. Вот. Очень сплоченная команда. И здесь, можно сказать, все дебютанты, потому что вот Коля Николай Петров у нас в таком большом фильме тоже первый раз, да? Первый раз. Коля сам расскажет. Хорошо. И Артур Захаров у нас первый раз тоже исполнительный продюсер. Ага. И Николай Ате, наш друг, блогер, тоже в сфере кино первый раз прикоснулся. Вот. Ага. Коля дальше расскажет. Альберт, я бы хотела чуть остановить тебя и задать вопрос такой, да? Ага. Я читала твой отзыв о том, что все страдания, переживания героя ты проносил через себя, да? То есть вот об этом, пожалуйста. Самое сложное было в наших съемках, это, конечно же, холод. Как раз в это время начали снимать, и там рекордные минусовые температуры стояли в Амге. Я помню, даже был скриншот, где минус 65 градусов. Мне дали демисезонные туфли, осеннюю кожаную куртку, и Дима говорит: давай, работаем, минус 65. Это самое мое страдание, да, холод. Все мы страдали из-за холода. Вот. Так. Вот сцена голышом, когда ты там... Да, я там тоже страдал. Оно тоже было максимально холодно. А если говорить про психологические страдания, моральные страдания главного героя? Мой персонаж, он такой инфантильный, немножко ребенок. Есть такое выражение, оказывается, синдром Питера Пэна. Человек остается психологически в детстве, привычки не меняются, он, живет в прошлом, можно сказать, да? Вот. И он такой немножко несерьезный, неответственный, недисциплинированный. Сами вы видите, вот так вот. Угу. Альберт очень хорошо, так верно заметил про этот синдром Питера Пэна. К сожалению, да, это вот очень, частое явление в нашей жизни. Наверное, вы тоже, коллеги, согласитесь. И дальше послушаем Колю Петрова, который, я бы тоже тут хотела добавить, что он вообще работает
как оператор, как режиссер рекламных роликов и, ну, и других иных каких-то видеофильмов уже давно, но это его вторая серьезная работа в качестве оператора-постановщика. Первый раз он снимал фильм «Ит» нашего тоже талантливого режиссера Степана Барнашова. И теперь, да, он... это совместная работа была Дмитрия Давыдова и Степана Барнашова, фильм «Ит». И сейчас он работает с Димой Давыдовым, который тоже признан одним из самых талантливых, ярких режиссеров нашей Якутии. Пожалуйста, Коля. Ну, во-первых, хотелось бы сказать то, что несмотря на холод, остаточные воспоминания с этих съемок очень-очень теплые, потому что у нас команда реально была такая слаженная, сработавшаяся, да? Все понимали друг друга с полуслова, все знали, зачем пришли туда на съемки. Вот, и самое главное, мы понимали, что от нас хочет режиссер Дима, и как-то так. Что еще? Ну, у нас здесь стоит отметить то, что нам оказала поддержку вторая школа города Якутска, медиацентр, да, которая предоставила нам оборудование. Мы снимали фильм на камеру Canon C200. Canon C300, да? C300, да. Которая 2 раза у нас замерзала на улице. Да, вот когда первый раз, когда она замерзла, у меня вообще чуть сердце не остановилось. Я подумал, все уже камеры кирдык. Ну, потом Андрей сказал, успокоил меня, все нормально будет, сейчас отогреем. Хотя по глазам я видел то, что он тоже переживает, и очень сильно самые большие переживания были за камеру, конечно. Вот. И кадры мы ставили уличные, например, штатив ставим, прогоняемся без камеры, а потом уже когда уже понимали, какой кадр мы хотим, уже только тогда уже выносили камеру. Минут на 15 максимум. Расскажи, пожалуйста, про бойцов невидимого фронта. Это вот про твоих помощников, которые как ребенку кутали камеру и так далее. Ага. Так, у нас Андрей старший. У нас 2 Андрея было. Андрей старший и 1 Андрей младший. Андрей, который со второй школы, он принес с собой, 2 камеры Canon C300, очень хорошую линейку объективов, можно сказать. Сразу было видно то, что он готовился к этим съемкам тоже задолго, да? Он специально для этой камеры шил чехол, плюс дополнительно его заворачивал в войлок, и со стороны выглядело, как будто он несет не камеру, а ребенка, наверное, скорее всего. Бывает же там. И есть же старые кадры, там где мама несет большой укуток такой с ребенком, типа такого очень было видно. И Андрей очень сильно переживал за камеру тогда. И это ты про Андрея Дьяконова сейчас говоришь? Да, по Андрею Дьяконову. Я за волнение фамилии забыл. Вот. Есть еще Светики. Это Андрей Егоров и Коля Ате. Я вот тогда не знал, что Андрей, он также есть оператор-постановщик у Никандра, да? Я вот тогда не знал, но мы с ним с полуслова тоже понимали друг друга. Я видел, как у Андрея и у Коли горели глаза во время съемок, тогда, когда перед ними ставил задачу, они типа всегда каждый день у нас с таким энтузиазмом проходили съемки. Вот. Также хочется отметить наших гримеров, да, которые делали синяк Алику, Тому, Тамару, Галю.
Вот. Также у нас были два практиканта, да? Это Ксения и Виталина. Они работали как Ксения работала у нас как фокус крутила, и Виталина у нас работала в основном как, как администратор, по-моему, да. Так вот. Ну, как-то так. Я тут еще добавлю то, что в этом фильме, скорее всего, да, в этом фильме просто уникальный звук. Вот кто вчера посмотрел, это, наверное, в якутском кино не было такого раньше звука. Вот просто по атмосфере, по работе звукорежиссера. Это гениальная, на мой взгляд, работа Сивцева Иннокентия и Ильи Сергучева, да. И вот Иннокентий у нас выступил впервые в этом фильме еще и композитором этого фильма. И стоит отметить здесь амгинскую команду компании «Амак Продакшн». У нас в Амге есть компания «Амак Продакшн», которая базируется там. И у нас вот половина команды, она из Амги, которая сейчас там работает. И у нас вторым режиссером выступил Евгений Николаев. Если кто знает, да, вот это начинающий режиссер, который в этом году, буквально в декабре получил гран-при, да, вот нашего республиканского конкурса. Короткометражек. Да, Республика кино. Вот, и я забыл, да, не забыл, но вот сейчас я хочу еще выразить благодарность нашим амгинским партнерам, да, это администрация Амгинского района, Амгинский центр культуры, который тоже нас всегда поддерживает. И давайте предоставим слово Владиславу Федорову. Он расскажет в том числе про клип, кавер, там, саундтрек и так далее. Ну, я с Димой знаком еще со школы. И вот как-то сейчас вместе работаем. И с Колей тоже давно знаком, это уже который проект, да? В это время мы как раз снимали нашу зиму. Помню, ради одного кадра мы поехали в Амгу и увидел Алика, как он играет. У него лицо фингалом было, да? Вообще жестко холодно было. Мы что-то передавали, да? Камеру или что-то, да? Ну, это вот рассказ о том, что вот якутские киношники дружат. Это вот как раз у нас параллельно шли съемки фильма «Наша зима» Степана Бурнашова. «Наша зима» была, да? Да. И вот фильм «Эдерсас». И вот параллельно вот мы менялись камерами, там что-то приезжали на съемки, командами приезжали. Вот я помню. Ага. Вот для этого фильма мы сняли клип. Исполнитель Гоша Васильев Джида и Гавриль Колесов Ганнибал. Клип сняли 3 дня на улице. Тоже было минус 52 градуса. Мы это сняли. Песня очень душевная, лиричная, я скажу лиричная, как пишет Гоша Васильев Джида, да? В основном на якутском. Клип выйдет 15 января этого года. И планируем перед показом показать этот наш клип во всех кинотеатрах города Якутска. Еще что есть? Вопрос есть? Да, и стоит, наверное, отметить то, что в фильме использована музыка группы «Харды». Это наша, на мой взгляд, легендарная рок-группа, которая в 90-х, кто-то, может, ходил на концерты этой группы, да? Вот у нас Гаврил Колесов, он будет на премьере, сам лично присутствовать. И, может, дополнишь про то, что фильм, как история создания фильма под влиянием песен, да, документалки? Это благодаря режиссеру Мункуев Владимир, тоже наш якутский кинорежиссер, который мне показал кадры документального фильма про Гаврила. И Иван Кривогорницын снимал. Да, фильм «Ганнибал» называется. Мы посмотрели, мне фильм понравился. И вот я стал просто отрабатывать эту тему. Интересно стала история с вот этой группы, история Гаврила. И вот сама музыка тоже вдохновила. И вот тоже интересно то, что музыка
группы Харды вдохновила вот Ивана на создание документального фильма. Я посмотрел этот документальный фильм, создал свой фильм. Благодаря этому фильму мы сняли клип сейчас. То есть вот идет связка, мы друг другу помогаем творить. Вот это замечательно. Я слушал эти песни в наушниках, там ходил дома, везде, да. Вот. И вот благодаря вот постоянному прослушиванию песен, вот на каждую песню у меня как бы отдельная сцена уже была такая сформирована, и вот потом персонаж появился этот, и сама история потом. Беги бу ыксалынан угуллах пати клипы, да? Угуллах патна Гоша Васильев маннык телефону гараза хурунан нерета. Музыка тоже белем болбута, аңа табу пут ыксалынан. Ныр крутой музыка болбута, аны моя олаңар бута, аны Гоша маннык хеджанер клипка хулла жана хурия жер текстен. Агаяк строканы бу алтатылы каста долларытан бир тоха линияга келдер бите, аны Гоша Васильев маннык тенеп бите. Хамы үчөй айымнем бу болла балахтен. Онна Ларри Яковлев, режиссерами Хами Шойлем был дебита. Он мен как продюсерами пока был Хами Шойлем был лах клип. Гаврил Колесов ретнан хейтерен Дима Петенкурдук. Он биге был клипка тохтен смыслы бердивит. Эдерсас биппеттен. Рен рене биппет эдерсастен аттатут тодетеге эдерсаха ки иттен кахамбар костон таарен непте. Бән искитте. Туонан эбенеттекка бу клипка Гаврил Колесов Ганнибал бәйте уғыллыбыта. Бу отон комойоқайын бу қарды бастыға хастабыттан кені оғдық? Икке болан қалбыттар. Икке болан қалбыттар. Онан болатын механа бар Джон Херге кенені бәйте уғыллыбытын көрін олыс үйрі астына дейханы бұн. Онаттан бу орку кемге ары техникавыт сайдыта бу усту тахама ары ятына бит боллагына билген олох үрдүк тахамнах бу ычаттар өлелехендер кинене тон бир обрахан дек коду үйетип биттере механа бар олус үчүгей ол курдук эте этен харбыдын курдук Ларри Яковлевы бу эйге олели хижарчыннар үгүстере билелер биги бу отон чагылкай ырыгыттарбыт сулустарбыт клиптара киндер араз видеоларын бардын үксүн тонти Ларри Яковлев устар бете олус семей хаха ола манна тоғаратын эме келбете гынан баран кини үлетин хотор көрөккөттен бихериннере бит. Теперь, пожалуй, приступим к вопросам. Вопросы можно задавать на двух языках. Хотела бы отметить, что Дмитрий очень хорошо понимает якутский язык, если кому так удобнее, да. И прошу коллег, пожалуйста, так как у нас идет прямая трансляция, подходить к микрофону, представляться и задавать свои вопросы. Пожалуйста. Я понимаю, что фильм может вызывать неоднозначную реакцию, и мне об этом неоднократно говорили уже зрители, которые вчера были на пресс-показе, да, и я бы хотела все-таки услышать вот из первых уст там отзывы, впечатления, либо вопросы к съемочной команде. Владислав Петрович, может быть, вы скажете свое слово. Добрый день, Владислав Коротов, журналист, педагог. Я человек советского воспитания и всегда считал и считаю, что искусство, в особенности кино, должно нести светлые чувства, позитив, иметь воспитательные цели. И Дмитрий, мой коллега, тоже педагог, и честно говоря, я вчера вышел с сеанса в очень подавленном настроении, в смятенных чувствах. Вообще и до сих пор не могу понять. Я к якутскому кино отношусь с большим уважением, с любовью, можно сказать, и всегда стараюсь подчеркнуть какие-то положительные моменты в их произведениях. Но вот я еще после фильма Пугало в своих отзывах писал о том, что такие черные стороны нашей жизни, они есть, но
вот всегда обнажать это, выставлять на всеобщее обозрение как-то неэтично и не имеет каких-то позитивных целей. Вот вчера, конечно, в техническом отношении и режиссура, и операторская работа очень красиво снята, очень серьезно. Но вот сама идея фильма мне так и не осталась понятна. Если это был фильм ностальгии какого-то поколения, периода там 90-х, 80-х, что говорило название, еще можно было бы как-то понять, но опять-таки беспросветная эта жизнь. Кажется, мне Альберта очень жалко было весь сеанс. Все время избитый, все время его преследуют. Ну, не бывает такого в нашей жизни, чтобы у человека все время такая черная полоса была. Вот даже какие-то... Наша зима, я тоже поначалу, вот когда смотрел первую половину фильма, у меня тоже было такое уныние, подавление этим холодом, мрачностью, но все-таки там в конце забрежило светлое пятно, и я был вполне доволен. Потом понял все. А вот сейчас, увы, не могу сказать этого. До сих пор я не могу разобраться в своих чувствах. И музыку Харды тоже, если бы это фильм был основан именно на песнях Харды, там очень хорошие песни. Мы все с удовольствием слушали музыку, песни их. И вот, честно говоря, я не могу до сих пор разобраться в своих чувствах. Ага, спасибо, Владислав Петрович. Сейчас мы послушаем, да, что Дима скажет. Ага, тут два момента скажу. Тоже как педагог, наоборот, я считаю, тут воспитательный такой вот момент очень сильный. Если бы... Не, ну, а как бы вот вообще же изначально искусство, оно идет через боль. Если вот болит, вот тогда как бы произведение искусства, это везде было. Это и вот с античности так идет. Катарсис, да, как Аристотель еще Нет, говорит. как бы вот если все прекрасно, человек молчит, он просто радуется жизни. А когда больно, вот тогда он начинает говорить и как-то высказываться. А тут воспитательный момент, то, что вот, как бы вот, говорят же, да, то, что там это, как бы всегда нужно помнить свои корни о своем доме. Вот если бы он приезжал бы каждый год, вот тогда у него была бы жизнь хорошая. А это вот фильм предупреждение зрителям, то, что вот забудете свои корни, да, свою малую родину, да, вот с вами такое случится. Поэтому тут, по-моему, воспитательный такой очень жесткий, конкретный посыл, по-моему, идет. И второй момент, то, что все-таки надо воспринимать якутское кино. Вот нам надо заканчивать, это всем якутским зрителям говорю, то, что пора заканчивать смотреть на якутское кино, как на наше кино, как кино о нас. Это не документальное кино. Вот если будет написано документальное кино, и либо вот как Тыгын Дархан, да, там написано то, что было там написано то, что по историческим этим, да, мотивам, вот тогда вопросы, да, вот у нас не так, вот это не так было. А если это игровое придуманное искусство, художественное кино, тут надо воспринимать не как там в Якутии, да, а это просто история вот о людях, которые находятся где-то в конкретной ситуации. И вот я специально же вот ни в одном фильме я не указываю, кроме фильма «Нелегал», я не указал то, что это в Якутии, у нас происходит и так далее. То есть это любой фильм, и фильм «Адерсас» можно было бы снять и в Африке, если бы там было холодно, да? Либо там где-то еще в другой стране. И это был бы тот же самый фильм с тем же посылом, с той же идеей. Поэтому здесь надо вот к якутским фильмам относиться как... вот абстрактно более-менее, смотреть на саму историю, а не то, что вот это вот у нас на наших локациях снято.
Я думаю, так. Ну, я бы хотела дополнить, что проблема заброшенных деревень вообще в России, да и в других регионах, наверное, когда люди отходят от своих корней, забывают свои корни и уезжают в поисках счастья в большие города и так далее, это очень актуально. И плюс к тому, что вот молодежь, которая, наверное, посмотрит фильм, мне кажется, должна видеть то, что любое действие и бездействие имеет последствия, да, то есть в этом и воспитательный смысл, и то, что наши иногда говорят, что не надо показывать наши негативные стороны, теневые стороны, да, мы можем делать вид, что этого нет, но лично я вот вижу то, что в каждой деревне, да, большой или маленькой, есть подобные персонажи, у которых жизнь не сложилась. И когда вы говорите про то, что там беспросвет, такое тоже есть. Да, неприятно на это смотреть, неприятно это признавать, но оно есть, я просто лично тоже знаю. Я вот хотел бы возразить, да, нельзя все время пребывать в болезненном состоянии, нельзя все время в состоянии катарсиса, если этого нету в конце очищения. И вы говорите, что вот как раз я хотел сказать о проблеме того, что у нас деревня, село забрасывается, население, особенно молодая часть, переезжает в город. После этого фильма никто туда возвращаться не захочет. Если за тобой все гоняются там, хотят избить, хотят уничтожить, начиная от больных. Нельзя все время в состоянии больницы. Спасибо, Владислав Котенко Петрович. Конечно, находиться. каждый имеет высказывать свою субъективную точку зрения, но то, что мы думаем, вообще мир прекрасен тем, что существует разнообразие мнений, точек зрения, взглядов. Мы вас услышали. Спасибо большое за вашу точку зрения. Я думаю, что Дима тоже воспринял это к сведению, и вся остальная часть команды. Спасибо. И коллега, ваш вопрос. Добрый день, меня зовут Александрова Яна, я корреспондент сетевого издания «Лусмедиа». Я вчера была на предпоказе, мне фильм понравился, и именно думаю то, что вообще главный герой, да, вообще дал, я поняла, именно так, то, что именно он находится в состоянии, сказали ранее, именно состояние Питера Пена, да. Это очень хорошо показано, именно он не вникается, что ли, в свои проблемы и так далее. И именно в фильме, как я поняла, вот только что сказали, то, что негатив, да, именно с глазами герой же так. То есть это не говорится, то, что именно вот так, именно в деревнях и так далее, именно глазами этого героя. То есть у него внутри там уныние, у него что-то не вышло, и это именно показывается его глазами. Я так поняла. И хотела сказать то, что это очень реалистичный фильм, именно то, что такая проблема есть, то есть на фоне, да, на фоне показывается алкоголизм, проблема алкоголизма, и это правда. То есть, и это мне очень понравилось. И еще хотела бы спросить у главного героя вообще мысль, как вы поняли именно мыслью главного героя? Все равно же играли этого человека, поэтому... Мысль главного героя, да? Спасибо. Ото мен жиң олапар эне жонлор билебин. Мен нехилек бир балалар эне жонлор мен лично үйүшке эне билебин. Бир ман даже коркалар балах. Вот. Он волдана они бiri почти төдөнүн ахамбарын бейне чуган ергеде. Мен кинерин эле хорак апсадар болдам. Yani то мандык состояние диян халын дейбин. Хайда тагын олокун көннөр кыяган хуакта дейбин. Хайда баган өрө тардынан деген. То кахаңылы бурдук өгүн булнан дейм мен. Отон көрдүк нахам бакпакка өнөрө семелебакка өнөрө тон просто оны шөөгөдө бер хатаамды. Кем олоқ өргөнөн турду. Аны өргөнөн тура мен окуп бер таркынан дейб. Мен уже саспын уже рап кийбин. Мен жулар кем хохчи. Мен мандык пындыр. Хайттактыгына кем сохти бүгүт. Өз onu ne baldıra. Эти холобра мен персонажи баска из категории вот этих людей ими. Он хас биддиги яхаме бар было диханы. Прокрастинация. Прокрастинировал всю свою жизнь не в курдке. Вот. Ага. Сидит не курду. Мен эметтен интернет тахпина холбра
бары отон икки аңылағырга кайнактары ди көрәтчилер даганы, хәңәрәтчилер даганы мәхна бар ити кине күстәх кине кихини холубра тух тарьер буллага ди тугара ханны кере духабут уян ханны кере кылларын денеттәкка да обырстан эттәкка онутун бәмеме туз бәм билебин инник холубра кайдак бартамандык беспросвет тухтаганы инник энне еме жама биллибет аңардас хараңа болой ден отти кихи бетен истургуттан тутулуктаах боллага ди бу коллега бу таптаахтык этте кини керени көрөр кыктаах то хырдыкка талар жогора халбутту эбетер кини бернен баран этенни геттен били речь идет про эмоциональную незрелость, да, вот которая очень часто встречается, то есть человек внешне может выглядеть очень взрослым, даже пожилым и так далее, но при этом он внутри может оставаться эмоционально незрелым и, ну, вот такие качества, как безответственность. Персонаж максимально тухомора хатаватым. Огурду были, самый дорогой барам миллиона такими детскими глазами. Хоть какое-то немного очарование придать парасанга, а то бяка быкути. Немножко Да, персонаж нелицеприятный, можно сказать. Ну, хедера хаятаватым. Санаатын үлестәрін. Вот. Мен тоқтен әтекім барам. Бұл кейіне тоққа да үйереппәт инден әттілерді. Тоға үчі бей дәремнәті дәпәтін бары өтін онда кыбылыр столі деп көрдік та. Бейгі қалбыра амуқтар кейінелерін көрәм бет, баң қалығыларын көрәм барам, баң қалығы бапы бітті. Де? Кейінені... Аты кинага ула. Аты биге кинени көрөмөн о инни кынактакпын деп эпепетте. Биге кинени кине курдук көрөөрүн экпетен нада. Бу Димитрий да буда пепетин көрдүк. Бу хака херин биене мандык көдөрөлдөр. Бу тугу мандык көдөрөлдөр ден. Хотун бар сол. Кандык бар даремне бар инник. Аммага дагы бие ханырга беганник. Энеге жожоннор. Класс биге улуу классиктар бут эме көрдөрөн тураллар ди. Аты бие бәйбит улар тыктак бу поны. Бен истуруккар. Бәйін олаққын бәйін оңырғын. Да. Өскөтіне еқі бұл тоққа бұл кейініға әнек үшөй байтық тарih бітті, өте бәйін төбіғар уже әне қайыққаннады. Бұл көджік дөйді бар бары әжіқпіннады бітті, тоққа бары әжіқпіннады. Оны оттан опсайна ник ускул тескел хыджар сир қалланы кердігер қалан қалбык едеремні айы үгіс, онна мен бәйім, тұс бәйім кетен көрірбінін жон сығына бәрт қағыс бол бұдынне қолы бар еті жеті маян қалан баран, ахыр-аха хоқ қалан баран, аймақтарын ағынан тоқсуя хатыр, қайы хатыр хин, тоғыра білі көмі көрдіға хатыр ди чугас чонуттан чугас әргемтететтен. Оны қолбыра қағыс сыған кем дағаны кенеға одар таққан аны рибат білі ыстақанына қону бербет дебі күрдік. Ете қомайы оқиын, бейқары бол батақ болу. Опсайынан бұл бейге жон истурук бұд, бейге кеге-кегеға білі ағаныға сығамыд, әме етінде бей итеғалбет бартын не өрі тақсан келері болу демен бәйім қадыра сабағалыбын. Онуттан тыа жона ме көрөндөрү мен хана бар белери тол койдуктары, онна ханаларын үлестектери. Онна бияга мандык ки бу критиктер бар, диванный войска дилбитта бияга киндери. Бу тора трейлер до тизер да тадыт. Бу ки хами хака кинетин түһерде, хака народун түһерде диллерди. Тога хака херин народун түһерде. Кинен наоборот сака народун үһә тааран ер. Кабакыт да бияга кайда кудук тагысты Россияга андойдуга кинебит кайда тагысты. Эти тоқтан тағыстай. Қанны кейінеттен тағыстай. Барада әне бігі культура пара. Өскөтін бігі ені көріммет, бұл бігі тоғаманлық бұтын көддірілері хақын ұротын дей болықыда. Ән бәйін истұркуттан бәйін хағала әуләлі олары да барытын. Мен не дейіні? Оттын онна мен хақа кейінеттен көміскен дейін әтеқпін бағырауын бұл сыты социальный драмалары серге биги режиссердар бут атын кинене местоллар холура бу манналлар чужоннар үгүстөрө керени көрбүт не храните меня без Ивана ден Любовь Борисова кинетин көрбүт болуктакытти ол ата кине арас бар болуктак арас толкугга тердехтах ол биги кең далагыннах санабытын кең көгөстәхбитин мындырбытын онна олугу бартын арас кайыскатын ол үчүгө эреттим болбакка караң өттүн эме анарын көрөрбүтүн көрдөрөр кыктахбытын мен бар жоңго тердер болуктак. Ну я добавлю то, что социальные какие-то драмы я не снимаю, ни разу не снял никакую социальную драму.
Вот кто, наверное, там анализирует мое творчество, да, понимает то, что маленько я там в другом русле там работаю, в плане того, то, что вот фильмы Дерсаса даже надо воспринимать как сказку, как фантазию все равно. Там есть древнегреческие отсылки, да, то есть, ну, кто поймет, тот поймет, да, то, что это все-таки не надо смотреть это как на реальное кино, вот про нас, о нас. Это Как документальный. не, ну просто да. Не здесь надо смотреть надо как смотреть на эту историю не как на обыкновенную, да, социальную такую историю там о жизни. А тут маленько стоит, ну как сказочные там элементы все равно же есть. И надо воспринимать как вот в таком контексте. Там вот кто вот это вот увидит, тому станет, наверное, интересно вот покопаться во всем этом. Ну, просто как зрителям подсказка. Коллеги, вопросы еще будут, либо есть, да? Ага, пожалуйста. Бу кинени мен көрелікпін, көріоғым. Онтон бу давытып оғылбыт кинелерін көрөтөләбітім мен. Тугете атырын или тугетерин мен бәйім өдірбінен өдүбін. Оларын тұн бу эдер састен кине кілдігін тірегене бағалақ. Исеттін тұрғын көріоқан ады бұлу. Онытон бастан кири этитигер манныктар ден тақыуттыра. Қарды ден ырыын истәмет ол онны олуғырамыт бұкине олуға оңғолан ол тула персонажтар мұнямыт оңы бұл бұтебекет. Мен оны көддәуітім да. Қарды группа ырыытыгар олуғыран. Бастан онтон білген мен түгін бір севястірге туымбыстан қалла, вот эдергалы свяйвитан қалла. Эти кине элерге өсі, эти қарды ден группаттан ураты өсі туаққа олығыр бүкіті. Эти болбут түгеннері кемер олығыр болбутын хистенге тоңырағытту өбетер қаннары бәғыт олықытыр көрбүккүтін түмәңгіт оңырды күтту. Түмі кинеду өбетер ола қантан әрәті білен әпекі күрді қантанар фантазиялан ұлбы күтту. Фантазиялан жер бұл ақытына олыққа бар кине дегеттені бір өттіні. Екі сөттінен фантазиялап бұт дейді. Қанна бардын өсібе? Еті бастығыды. Екі сапрос болағына режиссерға онына сүлін оролы толар бұққа. Қаннық бұл кинеға қаннық персонажтар быхылара аяқы ордук мұны кейіне абатытар көйдуі. Что злит вас? Ол персонажтар көстюлері. Что злит персонажей, да? Евы күтіп болу, да? Де, марын ағай әтен арбытын же, бұл оға күрдік қалын қалбыт. Ата мен образ жағаға баға бұпын әпепін бардың әттім бағалақ дейінігін. Онын әббәқ момент кейі сөбітсі. Сюрдан рақым вопрос болан берді. Бәрі, енді такой түді япын надо өте. Сразу олып дана петир кем хоу. Вот Дима же вчера говорил про то, что образ, он собирательный, и к тому же имеется реальный прототип, как бы, да, друг, которому вы пытались помочь там. Нет, насчет, тут, наверное, надо попроще, музыка харды, она просто помогла, наверное, вот создать вот эту историю. Там вот никакой вот
привязки. Это как вот у Балабанова то же самое было, да? Он, когда снимал фильм «Брак», он говорил то, что мне не важно тексты, о чем поют в песне вообще. Мне важна вот энергетика самой песни. И тоже я вот, почему вот «Харды», потому что она вот ровно под настроение попала, вот, и вот сама энергетика песни, вот, музыки, вот она была интересна. А тут вот привязки, по-моему, и такой вот задачи, по-моему, даже не было у нас. Вот сейчас как вспоминаю, да? Ну, букинин обычный мана кине курду көрөк каба. Онна тан бу дима отсылкаларын тайбы чоннарыме били дебеннер ундугул хыяктан шат булды. Меня вот насчет персонажа, да, вот насчет главного персонажа злит то, что он меняться не хочет. Вроде все условия есть, ну, для того, чтобы это встал на ноги, да, вот он, что-то в нем есть такое, вот, то, что вот он боится, наверное, ответственности вот взрослой жизни, либо вот что в нем такого, почему он не хочет меняться, вот это вот. Прокрастинатор уровня бог, сказал бы. Да, поэтому вот. Мы же можем злиться, мы можем трясти человека, чтобы он изменился, чтобы он повзрослел, поумнел и так далее. Но на самом деле это не работает со взрослыми людьми, Да, вот ну и таким, с детьми тоже. В чем проблема таких людей? Вот даешь работу ему, дом, все даешь, а он не может нормально жить. Онна тох тиев кетти. Гаврил Корисов ологоттан дукту да. Маны көрдөрбүтүм мен отрывками, тизерин трейлерин биле клип стокбоднина. Аны көрөм баран. Хо, атай бэм жамытта дебите. Кени көрөм баран. Ну вот он фильм посмотрит. Да. Отрывками көрдөгөдө. Аны хо, атай да бэм жамытта дебите. Биле хуллан төһөрен, кайырын, итирик жарыйын көрөм баран. Оны биле он тахсыз кини бартын полностью көрөбө, аны кини ханатына мен оны билек беппа. Иван Тарасов, Эрелерелик, Радио Саха. Так. Хүбебери сүйеға осынан дойду бені білін глобальный бұл алға де өтті. Оғады бір интернет колору бұд. Этергерлі. Қандық бары дойдуға интернеттәк болаққана экран өңе тоқ бол тұрырын көрі. Ол көрді кинелер білеменлік бола алылар. Холура улан көрді қона бір бұланна құты меқа бәбер әбді субъективны улан тоқыдан көрді қо кәлін ынырға ба кинені көрді кейбім мен. Дегенен кинамамын. Вообще ол ордақ бөттін олық бидді кинені хорағыр. Мен Форрест Гамп ден кинені хүббә әтеті көрбідім. Я даже читал, там это Уинстон Грумп, да? Ага, холура. Нучу кинелер еттенеме холура. Әббақ хөблюр кинелерін баллар. Хөпсөспәк кинелерін баллар, де. Ну, лана, бүдәйік кейін әлбақ кинелер көрді, оны хаға кинелері ылыммат онына соғыппап olan қалалар. Бәтті, де, анығы көрбігі бол. Бұрата одно и то же. Оны бүдәйік кинелері болағана самый соғыппы кинелерін қолура, это, допустим, не хорните меня за плинтусом, энтахалы қайын, там, Джокер, Паразиты, платформа Netflix. Так, да? И ол қайтта бұл сақа кинелерін көрін бірден. Ну, Давыдов кинелерін көрбүтім, кәрден жан қолура. Түйеттен қорықа кирен, кығылғанан кире хатауыт, онда қоры толығын бұл батақ, қолура иекем кинеде. Биреме тыға олар орғынан баран Джонтон қолуыра бөхөлік қолар олар ғынан кейіне өйдеуі кейлері әті пуғала. Оны оланы бұна ұрад, аны қораттан төттері хүббағыл хүтен баран, тыға кәлем баран сой среди чужих, тоқтен әті, чужой среди своих, да? Ну, онда оланы сүрін тұға олағана тоқы көстер бұғалақ. Вообще, система вообще қайта құлелей тұрары, анды дүдігер, глобальная система, как вообще она работает. Тоқы көмілі хөрі. Тыға вардаққана қолуыра ән. Мен білеген, ұлан көрек қойын, бары бұдың бәтті, үксі бары тыға еттен олық тоқ бұд. Қан ән түріт жеғар, түріт төл бағар барағынай.
Это основном летом, во время каникул, во время синокоса, там, отту бараган, да? Оны браганиктарға таққан. 8 марта, Новый год. Ола тәйіннар үйрілі ақамнерге хаджаған. Когда там еще нехиленне бұрыта там, этергілі сүрін үліға, сүрін бөхілік олығыттан арасуыт кеге олаған де. Оны тияған, онына төбеғор бұлағана дойды бар үші байтық олар өтті яғни. Оны короттар олар оғын, қандық табары болын любой коракка. Оны бән бөхілік кіртуқ бұл отырған білбәккен. Ол ене умдан бәлілер, онта хылттан маргинал бұлағалан. Енен бәлігін ұлған ағар бұл бей, маргиналылар бұл бей. Мен не deyаны бұл? Я маргинал, ты маргинал, бары маргиналлар. Бұл төтерген бұлағана маргинал ден кеми? Ұрық мен bir ulusağa olur yıllar bun baraların belirledim hepte. Kas sivinyalıqların, kas kurusalaqların, söylerin, ınaqtарын attırın baraldım belirledim. Kanlı ınaq söyü törü bütünde. Kim kimi onu kim itiren ki bütün kanlı karı ulusağa tam belirledim. Tötergen ben beygi de oldum diye. Toq bol oturum bilebin. Ondan manda kalan alan. Ondan sıllar ağıllar o kayıttanda kas kurusalaqların, söylaqların bilendi. Bilbek kim battı? Ona как будто ol бөхөлөккө төрөбүн, онда мен ол же чоропчубунду, нюрбабунду үйө билүүнден. Ничего подобного. Мана ол туймада кошо келем баранган или улухан короттарга келем баранган мана үлелиген, хаджаган и инди хаджанарыңан айылган хүдөрөн кебе. Бастан туран кеги айылгатын хүдөрө хоктак тен мен өдүл менен болаганы бастан туран дойдутун кытта себен ситүү хоктак тен. Аны исинде тоқтар балар. Кеги бәді бұруйдақ тен атылдар. Холара мен bir қолы бұрғайым. Bir жегергенге үз ойды ұратылар олар әпте. Иелері оғы астырғыр өлен қалар. Ағалары олағана арғыны испәт қаява хүдді адырығы кеги гынан баран бәті мұндық итілетінен олаттырын әр кеги бұйтынан ийтер. Гынан баран хим бір әдер кеги олады. Жақтары көссен ұл болар. Оны олаттара ол хаңа иелерін қаябақылар интернәкі иділерлер. Оны бүтәгер болған лоқан ол болғана осколыны бүтерімен бұруйын орын қайыға барар. Қайыға орын таққар, кәлер жетігер, кәлбетер аймақтары кенене бағана қайыстығы өлелетелілер. Қамныз төләветтер, ағылыққар өлелетелілер. Онтан сылтан кені кығыран, әте біле объявлениялары көрен, олы қатын ұлысқа, олы қой бағығар фермерска қайыстығы өлелей барар. Онны тиер, үші байды өлелетелілер, оны кені төхінен әлбақ ұрылын, отон орогон очонан камнастанаган дейлер болады. Простой был. Задача ян тора кегин келен үлелигин тарахтарына хасадан кеге боло дер. Хола бир рулон, холора там грубо говоря 500 рублей. Оны кене тыгынчы рулон орор болады. Вот оны хамы чулу үлехет болалар. Оны бүтегер болагана ол фермерска кайыстыва үле туга болагана кайына болагана бу олтан качы есилар. Ну там 100 тысяч. Да? Иван, ән итолох кине сюжетін кепсәнераған бұғылақ гыдан баран қомойо қыхын бігі бұ пресс-конференция бітігер бәрілі береме бітірі жүгіғата бағылыста. Это бит, оны ол береме тер кені олағана қачытын көрдеуітер қағайны кірбан кәбер, балыға келдерер. Вот чом, дегенен хударысто терілтете біті олар, де там сосалка имбіртуля лире біті олар, человека бы не побили бы. И такой случай произошел с человеком, который Төттөр оны қажығар қылыр, оны ол аймақтары тиен тон сиятабды келді бәтір. Төттерген бейі бары стали как-то мещанское сознаниялақ, оны әтергілі испетігер мелочной бәйім всех болан қалды. Из-за чего это? Вопрос очень такой серьезный. Онда бұнненяғы олырын аспыт көлөнелерге ол вопрос ұянар. Эти олыс интерегіней бәйін көрігін еттен мақтал. Ол ең боланы эти Димитри Давыдов бәдін көлөнетін атыттан, әпте оны сөппіт бұл 9-2 тыңынчалаттан, он задал очень хороший вопрос. Меня Давыдов Колок вообще красавчик тивит. Махтал, коллеги, если вопросов нет, я хотела бы приступить к WhatsApp вопросам, потому что идет прямая трансляция, и часть наших коллег смотрит нашу пресс-конференцию онлайн. И сейчас я бы хотела начать с такого вопроса. Это вопрос к Дмитрию. Самое яркое воспоминание с детства. Неожиданный вопрос, но такой интересный. Воспоминаний много. Я с детства там и на сенокосе у меня все лето, да, вот это
И в футбол мы играли, тоже там яркие воспоминания. Вечером там все улицы собирались. Много воспоминаний хороших. И следующий вопрос. Как относятся к вашему творчеству в МГИ? Какие комментарии бывают? В МГИ до сих пор все хотят сниматься в кино, хотят сниматься. Просто там по улице идешь и это. Да, что-то фильмы снимаешь, меня не снимаешь. Ну, в следующий раз. У нас там уже этот список из актеров, там желающих. Здорово. И еще такой интересный вопрос. Какой свой фильм вы бы хотели снять заново или переделать? Ну, всегда вот автор же развивается, и вот это всегда интересно, когда я, например, смотрю там фильмы, которые в прошлом году делал, там год назад, и уже к себе есть вопросы, да, там с профессиональной точки зрения маленько как-то не дожал, либо как-то неправильно. Это вот хорошо, когда вот уже поднимаешься на другой уровень вот своего развития, да, творческого, и смотришь на фильмы и замечаешь ошибки. Поэтому в каждом фильме, конечно, там есть претензии к каждому фильму. И вот вопрос от блогера Татьяны. Бюджет фильма. Какую роль играют шторы? Что это за метафора? Ну, наверное, так вот объяснять не буду, потому что это как бы тоже в лоб, да, объяснение автора, что это значит, как бы это неправильно. Насчет бюджета 3,5 миллиона рублей, из них это, ну, большая часть, это была поддержка фонда «Синет». Чей номер телефона в рекламе париков от Дмитрия, если согласие абонента на озвучку номера? Ну, такого телефона не существует сейчас уже, потому что очень много абонентов в МГИ, это уже ну, домашних телефонов нет. Еще вопрос про Сахсырга, он на сюрин герой тох себя стяхтари. Вот связь между мухой и главным героем. Тут тоже как бы вот, если я сейчас начну объяснять, это уже все как бы однозначный ответ. Спойлер будет, да? Ну и как не бы, спойлер, да, как бы от меня уже готовый ответ. Готовый ответ. Тут там не муха вообще, а пчела. Ну вот что означает эта пчела? Вот это тоже, это же не просто так. И кочегар, он тоже не просто так. Почему он фокусы показывает? Он тоже не просто так. То есть вот это интересно, когда зритель как-то интерпретировать будет, копаться в этом. И еще вот такой отзыв, да, я бы хотела его зачитать все-таки, потому что, ну вот как, это вот обратная связь от зрителя всегда же интересно, да, вот Александра Матвеева пишет, «Белети көрбіппінен артыстар еқа оңюллар уратытык арылар курдуктар». То есть актеры по-другому как-то раскрываются в ваших фильмах. В чем ваш секрет как режиссера? Почему, ну как, что вы делаете для того, чтобы они раскрылись как-то по-особенному? Вообще, я же самоучка-любитель, я не проходил никаких курсов, поэтому как работать с актером профессионально, я не знаю. Поэтому вот я как-то по-своему это все делаю, интуитивно, психологически, да, настраиваю. Но вот с каждым, конечно, ну тут очень сильно помогает работа в школе, потому что любой учитель это все равно психолог, и все равно и работа с командой, да, это все равно как бы такая вот очень от тебя очень много зависит, поэтому как ты настроишь человека. И вчера же Коля, вот оператор, как раз-таки как бы упомянул о том, что работать с Димой Давыдовым и Степой Бурнашовым одно удовольствие, в том плане, что они очень дисциплинированы, педантичны, у них все четко расписано, нет никаких задержек, нет никаких перебоев и так далее. Вот это тоже, наверное, как-то вот влияет на создание условий для работы актером и ну, какой-то атмосферы, да, рабочей. И еще вот хочу зачитать. Геройдарын аттыбытыгар сылжаржыннар, пугала кинеға бар удаған мен дойдубар бар, кене әркеге ойун. Кине устатын тухары олус кыбыстыбытым. Бойыл қаттан айдарылақ кейіға сығамыт тоңойыттан, өйдәбәп бүтіттен айымнеларын қорсунун ехін мақтанабыны. Вот благодарность и то, что герои — это люди, которые находятся рядом с нами в Пугале, там вот
женщина же, да, которая со способностями удивительными, и вот она пишет, что у меня на родине тоже есть такой человек, и во время просмотра фильма не покидало ощущение, ну, то, что стыда, вины за то, что вот как мы как-то вот относимся к этому человеку. И, ну и благодарит, что вот за смелость, за раскрытие, за интересные ракурсы. Ну, наверное, тогда и заканчивать будем, да? Скорее всего. Если, коллеги, вот к нам подошел звукорежиссер Иннокентий Сивцев, Кеша, пожалуйста, поднимись, покажись, у нас прямой эфир идет, как раз-таки про тебя, Дима. И композитор. И композитор. Это вот впервые Иннокентий Сивцев в этом фильме выступил как композитор. И мы надеемся, что и в дальнейшем эту как бы свою способность он будет развивать, и мы еще услышим, да, интересные произведения от Иннокентия, который является, ну, одним из самых востребованных и талантливых звукорежиссеров нашей республики. Это точно. Это точно, да. Ага. Ну, давайте, коллеги, наверное, будем завершать, да? Если у кого-то есть еще вопросы? Ага. Ну, кажется, все. И всех мы искренне благодарим за то, что вот. Адрес. Ну, это опять же такой вопрос с открытым, как бы, да. Нет, это вот насчет рекламы могу сказать. Это большой привет вот этим дешевым рекламам из 90-х. Да. Не, вот насчет 25 там вот это вот какое-то это просто так. Вот. То, что везде есть Ленина, ну и 25. 25 лет. Ну, я это поняла как троллинг некий такой по-доброму, да, то, что в селе выживаем только как можем, то есть всякий бизнес хороший, и каждый там подснежниковые вот эти тоже, то, что сейчас все очень любят БАДами увлекаются, пьют там, не знаю, витамины, БАДы и так далее, и вот как раз-таки... Да. Спасибо, коллеги, за вашу активность, за ваше неравнодушие и за то, что вы всегда поддерживаете наше якутское кино. Вот от имени всех большое искреннее спасибо. И я надеюсь, что мы еще с вами встретимся здесь. И желаю нам удачи в прокате всем. Спасибо. Спасибо.